Так. Когда мы осматриваем ребенка, нам очень важно поставить... Сейчас просто холодно, да, мы сейчас стоим на мягкой основе, ну, какую дали, да? Конечно, вы должны осматривать на твердой основе, то есть берем тоненький коврик, вот это мягкий коврик для гимнастики, а есть вот эти тоненькие коврики, потому что вот этой мягкости нам не надо. Мы сейчас еще его поставим, в принципе, на стол, давай. Вот. Сейчас мы стоим на твердой основе. Вот, хорошо. И наша задача, чтобы ребеночек смотрел прямо перед собой. И мы с вами начинаем, отсвечивая для вас немножко, начинаем смотреть на его спину. Что вы можете увидеть? У него своеобразные физиологические дуги. Видите, у нас нету классического шейного лордоза, классического кифозно-грудного и практически отсутствует поясничный лордоз. То есть сглаженные физиологические дуги. Даже можно увидеть некоторые отклонения в фронтальной плоскости, то есть это отклонение, ну, мы можем заметить небольшую сколиотическую. Обратите внимание на лопатки, да, на мышцы спины, лопаток, то есть они такие малоразвитые мышцы, да? Солнышко, ложись. Ложись. Просто ложись. Вот там. Ой, теперь нам еще колготки. Давай мы сейчас снимем страничку. Да не бойся, не бойся. Все хорошо. Ты молодец, ты такой смелый парень. Столько народу пришло к тебе посмотреть, да? Вот. А ты такой у нас смелый. Сгибаем ножки. Для чего я сгибаю ноги? Чтобы снять тонусы с мышц. Дальше. Я вот так вот двигаю тазовые кости для того, чтобы разработать крестово-подвздошные связки. И дальше посмотреть таз, да, насколько таз перекошен или нет. Потому что мы с вами будем работать с тазом. Для нас это самое важное. Вот. Я прохожу вот так вот по ногам и двигаюсь к лодыжкам. Да, вот наши лодыжки. Ставлю пальчики после того, как эти лодыжки закончились. И смотрю, пальцы у меня на одном уровне или не на одном. У меня пальцы на одном уровне. Это говорит о том, что у нас нету укорочения конечности или удлинения, или укорочения. Вот, соответственно, мы это проверили. Укорочений у нас нет. У ребенка была аппендэктомия, правильно? Вот. Аппендэктомия может нам говорить о небольшом изменении в тазу, потому что после того, как у нас делается операция, здесь образуются спайки. И вот это мы можем даже с вами понаблюдать, что вот эта тазовая кость, ну вы сейчас этого, конечно, не видите, но вот тазовая кость у нас находится в измененном положении, то есть она как бы закрытая, да, то есть в тазу у нас с вами есть небольшой перекос, да, вызванный тем, что у нас здесь была операция, и, соответственно, в этом месте есть внутренние спайки, а эти внутренние спайки подтягивают вот это крыло тазовой кости внутрь, да, вот оно вот так вот у нас внутрь, как бы, ну, придвинута эта косточка. Соответственно, перекос по тазу у нас есть с вами, ну, 100%.
И, допустим, для нас это акцент. Соответственно, над этим мы тоже работаем. И я советую, ну что делать? Естественно, сфотографировать таз до, допустим, курса реабилитации и сфотографировать таз после курса реабилитации и посмотреть, что изменилось. Вот. То есть в данном случае у ребенка энцефалопатия, то есть это какие-то у нас старые там повреждения головного мозга, энцефалопатия, да, это поражение головного мозга. Ребенок здесь находится по поводу логоневроза, то есть у ребенка заикание. Логоневроз. Это наш с вами тоже прямое назначение для нашей работы. То есть и мы работаем с мозгом, но плюс мы еще будем работать с тазом, с позвоночником, с укреплением мышц спины. То есть у нас вот с этим ребенком будет в итоге поставлено несколько уровней задач, да, которые мы с вами в дальнейшем распишем. Сейчас мы не будем на это тратить времени. Сейчас мы будем по-быстрому все, чтобы никого не задерживать. Потом обсудим, да, и разберем. Сейчас не будем заполнять карту, нам это сейчас сложно будет делать, это время. Мы лучше посмотрим побольше детей, да, чтобы понимать, с чем мы работаем. Итак, здесь у нас мы наметили с вами. Это что? Речь, раз. Позвоночник, спина, два. Таз, три. Три зоны, с которыми мы будем работать. И, соответственно, три такие группы задач, которые мы будем с вами дальше планировать и, соответственно, подбирать те методики, которые на это будут подходить. Давай, солнышко мое, вставай. Поднимайся. Ты молодец. Давай будем одеваться.